Здравствуйте, в эфире новости на телеканале «Осетия», в студии Елена Черенкова и коротко о главном. С праздником, с тем, чтобы мы каждый раз могли прийти в новую, вновь построенную школу или в хорошо отремонтированную школу. В Северной Осетии стартовал учебный год. В Нагире, Чермении и Беслане открыли новые школы, современные и технологичные. Подробнее через минуту. Для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней во все дни голосования будут использоваться стационарные ящики. Избирательные участки готовы к выборам 10 и 11 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК Республики Жанна Маргоева. Шансы, как всегда, едем выступить хорошо, побеждать, а там как получится. Осетинские жокеи готовятся к чемпионату России по троеборью. О том, как тренируются и на какие результаты рассчитывают наши спортсмены, расскажем в выпуске. Об эффективности электронной очереди на российско-грузинской границе, эпидобстановке и бюджете на 2023-2025 годы сегодня говорили на еженедельном аппаратном совещании. Отдельная тема – здравоохранения. Скоро в республике откроют несколько медицинских учреждений. Сергей Миняйло поручил следить за качеством и вовремя сдать все объекты. Подробности в материале моих коллег. Сергей Миняйло подписал указ об организации движения транзитного транспорта. Электронную очередь ввели 10 дней назад. За это время количество больших грузов сократилось почти в 2 раза. В Иране Алханчурт-Ячми построят так называемые перехватывающие бесплатные парковки. Контролировать движение грузовых автомобилей будет Центр организации управления дорожного движения. Я хочу обратить внимание и предупредить всех лиц, которые пытаются вмешиваться в этот процесс, что все будет по закону. Все, кто пытается вмешаться в этот процесс, значит, в свою пользу, будут привлекаться к ответственности в рамках действующего законодательства. Следующая тема аппаратного совещания – эпидобстановка. По данным Республиканского Роспотребнадзора, на прошлой неделе выросло количество заражений коронавирусом. Из 100% случаев доля внебольничной пневмонии всего 2. Остальные 98 протекают в форме ОРВИ или бессимптомно. По словам специалистов, рано вводить ограничительные меры, а вот санитарные нормы необходимо строго соблюдать. Роман Германович, вы свои предложения, как Роспотребнадзор, изложите в виде рекомендаций, если есть необходимость, в виде постановления своего или предписания, для того, чтобы у нас было основание рассмотреть на оперативном штабе. В этом году в эксплуатацию ведут сразу несколько объектов здравоохранения. ФАП в Бекане, амбулатории в Хумалаге и Карман Синдзикау. Работы идут по графику, отставаний нет. В учреждениях установят новое оборудование. В конце сентября откроют поликлинику центральной больницы в пригородном районе. А еще в Ардоне полностью готов спорткомплекс. Сергей Миняйло отметил, объекты социально важны, и сдать их нужно качественно и в срок. В Москве глава обсудил с министром финансов страны Антоном Силуановым поддержку бюджета республики. А с гендиректором Дом РФ Виталием Мутко разработку мастер-плана Владикавказа, строительство школы в микрорайоне Новый город, программу ипотечного кредитования и благоустройство общественных пространств. По всем моим обращениям соответствующие поручения должностными лицами даны. Теперь самое главное – сопровождать эти поручения и отработать в каждом министерстве, взять на контроль. И если где-то будет какой-то сбой идти, Борис Борисович, сразу доклад. На совещании также говорили о подготовке республиканского бюджета на 2023-2025 годы, комплексной программе модернизации ЖКХ, переселении граждан из аварийного жилья и кислородных станциях. 3 из 4 уже установили. По словам министра здравоохранения Суслана Тебиева, до конца недели последнюю запустят в Моздоке. Георгий Запаров, Георгий Такоев, Новости Осетии.
На выборах 10 и 11 сентября в республике будут работать 335 участковых избирательных комиссий и 19 участков в местах временного пребывания. Об их готовности говорили на 31-м заседании Центральной избирательной комиссии Северной Осетии. В работе участвовал премьер Борис Джанаев. Участки оснастили всем необходимым оборудованием. На 316 будет круглосуточное видеонаблюдение. Там, где для этого нет технической возможности, установят видеорегистраторы. Особое внимание условиям для людей с ограниченными возможностями здоровья. 94% участков на первых этажах. Также задействуют волонтеров. В подготовке к выборам участвуют почти 3500 представителей избирательных комиссий. Они прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. Для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней во все дни голосования будут использоваться стационарные ящики для голосования в соответствии с технологическими требованиями, установленными ЦИК Российской Федерации. Новый вид технологического оборудования со специальными заглушками будет применяться для организации голосования 10 числа. Соответственно, бюллетени для голосования будут оставаться в ящиках для голосования и не будут перемещаться в сейф-пакеты и, соответственно, в сейфы. Администрация местного самоуправления, каждый избирательный участок обеспечен 2 сейфами для обеспечения сохранности бюллетеней. Сегодня в Беслане, Нагире и Чурмене открыли новые школы. Ребятам создали прекрасные условия для учебы, занятий спортом и всестороннего развития. В классах современное оборудование, на торжественных линейках официальные лица. Глава республики Сергей Миняйло приехал в Беслан и пожелал успехов ребятам и педагогам. Ученики 11 классов жалеют только об одном – сидеть за партами в таком просторном и современном здании им остался всего год. Старый корпус постройки 1935 года пришлось снести. На месте аварийной школы появилась совершенно новая. С праздником, с тем, чтобы каждый раз могли прийти в новую, вновь построенную школу или в хорошо отремонтированную школу. До 2025 года мы отремонтируем капитально все школы республики. Такое поручение тоже дано президентом Российской Федерации именно по нашей республике. И мы модернизируем образование и сделаем все, чтобы в наших школах уровень образования был не хуже, а лучше, чем во многих других регионах. Эту школу построили по госпрограмме развития Северного Кавказа. Здание на 550 мест, комфортное и технологичное. Точно такие же условия и в Нагире. Микроскопы во всех кабинетах химии и биологии, 3D-принтеры, интерактивные доски и тем более компьютеры здесь в каждом классе. Новые капитально отремонтированные школы открываются во всех районах нашей республики. Безусловно, это качественно повлияет на уровень образования. Комфорт учащихся и педагогов поэтапно создается по всему региону. Такая задача ставится главой Северной Осетии Сергеем Ивановичем Миняйло. И мы продолжим эту работу. Первая линейка и первая точка роста в этой школе – повод порадоваться за каждого ученика. Здесь и большой актовый зал с отдельной гримеркой, хорошие условия для занятий спортом с несколькими площадками, а кабинеты технологий здесь настоящая гордость. Оборудован кабинет технологий мальчиков. Он состоит из 3 кабинетов. Да? Там есть цех обработки по дереву и по обработке металла отдельно. Вы посмотрели технологию для девочек, это что-то. Там кухня оборудованная как дома. Там встраиваемый холодильник, там встраиваемая печь, там машинки. Не просто школьные классы, а целый учебный комплекс почти вековой истории. Кирпичное здание, которое при реконструкции сохранили и даже приумножили. По проекту пристроили 2 новых блока и открыли двери еще для 160 ребят. Вместе с ними в этот день пришли и бывшие выпускники. Я просто по-хорошему радуюсь за тех детей, которые здесь будут учиться. Вот все. Вы просто, мне есть чем сравнивать. Я видел ту школу, которую начинали ломать, да, вот, и то, что получилось, это, конечно, небо и земля. Это достойно восхищения. В Чурмене сегодня тоже открыли новую школу. Это один из приоритетов нацпроекта образования. Сделать так, чтобы даже в самом маленьком селе обучение было доступным и максимально комфортным. Качественное образование должно быть везде. Интерактивные классы, большие спортзалы и учителя, которые вкладываются в каждого ребенка. Новые условия помогают школам региона выйти на новый уровень.
Алина Ацгоева, Аслан Тебев, Новости Осетии. В школах Северной Осетии прозвенел первый звонок. Торжественные линейки начались с церемонии поднятия флага под гимн страны. Особое внимание первоклассникам наша съемочная группа посетила 5-ю гимназию Владикавказа. Валерия Козаева расскажет, как там отметили праздник. Перед торжественной линейкой церемония поднятия флага под гимн страны. Теперь так будет начинаться каждая учебная неделя. Стандарт утвердило Министерство просвещения России. В центре внимания сегодня первоклассники. Последние минуты перед первой, самой важной линейкой, волнительные. На лице улыбка и неподдельный восторг. Знакомство с одноклассниками и новые впечатления. Впереди у ребят непростой, но такой интересный путь. Я сегодня пошел в 1 класс, и я очень рад. Я надеюсь, что будет хорошо всегда, и я буду получать одни 5. Я сегодня пошел в школу, но немного волнуюсь. Принес цветы своей учительнице Ольге Викторовне. Не меньше деток сегодня переживают родители и даже учителя. Корифеи преподавания застенчиво признаются. Каждый год испытывают трепет и волнение, чувствуют большую ответственность. 40 лет, как в школе. И, конечно, я и как дети первый раз в 1 класс. Очень волнительно, как будто бы за плечами нет вообще этих 40 лет. И надеюсь, что наше сотрудничество и с детками, и с родителями будет успешным, удачным. 9 человек – это дети, братья, сестры моих старших учеников. Очень все замечательные, такие все красивые, умнички. Я надеюсь только на успех. Даже пасмурная погода в этот день не преграда для искреннего счастья. На праздничной линейке концертные номера и яркие костюмы. Звучат песни и стихи, ребята запускают в небо шары и загадывают желания. И вот самый долгожданный момент – первый звонок. После церемонии разговоры о важном. Единый классный час тоже будет новой традицией. Сегодня старшеклассникам его провели ветераны и учителя. Тема важная – мы Россия, возможности, будущее. Говорили о перспективах, которые открываются перед ребятами. Совсем скоро они отправятся во взрослую жизнь. С одной стороны, это как бы трудный год, завалы, учеба, репетиторы, и все вместе это надо как-то скомпоновать. Но с другой стороны, нравится, что через год уже будет что-то новое. Я еду в другой город, поступаю в университет мечты, и нельзя не радоваться. Особого волнения нет, потому что, я уверен в своих силах. Такие разные, но все равно похожие. Одна большая дружная семья, которую навсегда свяжет родная школа. В этом году за парты сядет больше 90 тысяч учеников. Больше 10 тысяч из них первоклассники. И каждому из этих ребят хочется пожелать светлой дороги в мир знаний. Валерия Козаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Белые бантики, строгие костюмы и пышные букеты. В школе «Интеллект» первый звонок прозвенел для 230 первоклассников. Впереди ребят ждет увлекательное путешествие в мир знаний. Как прошла праздничная линейка, расскажет Дана Малышева. День знаний в «Интеллекте» традиционно проводят в школьном дворе. Все вместе – ученики, педагоги и родители. В этом году здесь 230 первоклашек. Такие нарядные, веселые и слегка взволнованные. За праздничными букетами их почти не видно. Но это событие они запомнят на всю жизнь. Мы с очень большим трепетом готовились к школе, покупали все необходимые принадлежности. И вот ребенок мне обещал, что будет обязательно хорошо учиться и добьется больших успехов в жизни. На линейке и старшеклассники. Новый классный руководитель, госэкзамены, поступления в вузы. В этом году забот у них достаточно. Аркадий Абрамян только переехал из Ставрополя. Парень едва сдерживает волнение. Вот эти дни, когда уже все ближе и ближе к школе, я все больше и больше боялся, у меня дрожали ноги, иной раз я вот днями и ночами думаю о школе. Я сюда переехала недавно, и мне страх, у меня страх, то, что я сюда пришел, я боюсь, что я никому тут не понравлюсь, но это все неправда, конечно же, я всем понравлюсь. Поднят государственный флаг, прозвучали гимны России и Северной Осетии, а значит, учебный год официально стартовал. К школьникам обратились вице-премьер Русланбек Акаев и заместитель прокурора республики Дмитрий Загоруйко. Гости отметили, образование – главный залог успешного будущего.
А после все переместились в классы. Здесь детей познакомились с нововведением, циклом внеурочных занятий о родине. Темы бесед на сентябрь определили. 165 лет со дня рождения Константина Циолковского. Любовь к отечеству, русские композиторы. Все, что отражает уникальную историю России. Это все даст возможность ребенку закрепить умение его в любви, любить свою родину, маленькую свою республику, свою семью, своих учителей, своих одноклассников. К сентябрю штат преподавателей в школах укомплектовали. Среди молодых кадров лучшие выпускники СОГУ и СОГПИ. Из их рук больше 10 тысяч первоклассников получили наборы канцтоваров от главы Сергея Миняйла. Праздник закончился, а уже завтра ребята приступят к занятиям. Дана Малышева, Владимир Кукоев. Новости Осетии. Новый учебный год начался и для ребят из Донецкой и Луганской народных республик, которые временно проживают в детском оздоровительном центре Томиск. Сегодня к ним приехали глава Лагирского района Ислам Дзантиев, замминистра труда и социального развития Эльвира Торчинова. Они поздравили детей, пожелали отличных результатов в учебе. Минобр и Минтруд обеспечили учебными пособиями и канцтоварами. А меценаты помогли купить форму. Всего в Томиске 37 школьников. Ребята с 1 по 8 класс будут учиться в Томиске. А вот старшеклассники в 5-й Лагирской школе. Изменить подход к образовательным программам – приоритетная задача в Горском государственном аграрном университете. Об этом рассказал в Рио ректор Тимурас Тускаев на встрече с первокурсниками. Говорили о перспективах сельского хозяйства и о возможностях будущих специалистов. В ближайшие годы потребность в продовольствии может увеличиться на 35%. Уделили внимание и научной деятельности. Тимурас Тускаев призвал студентов развивать свои квалифицированные работы до стартапов. Для этого в университете есть высококвалифицированные педагоги и все необходимые условия. Кроме того, в Рио ректор отметил, главная часть обучения – практика. Ее студенты будут проходить с 1-го курса. И у нас сегодня заключены договора практически со всеми крупными производителями в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. И вы будете проходить практики на ведущих предприятиях с тем, чтобы закрепить свои теоретические знания. В День знаний охрану правопорядка и общественную безопасность обеспечили северостинские полицейские. Личный состав Министерства внутренних дел нес службу в усиленном режиме. Саперы и кинологи заранее обследовали все учебные заведения и взяли их под круглосуточную охрану. На входах организовали досмотры металлодетекторами. Всего в День знаний безопасность обеспечили около 1500 человек, из которых больше 1000 сотрудники полиции. Во Владикавказе впервые проведут фестиваль «Театральная осень». В течение недели жители и гости республики могут увидеть спектакли национальных русских театров Башкортостана, Чувашии, Дагестана, Калмыкии, Республики Мариэл и Мордовии. Это «Капитанская дочка», «Герои нашего времени», «Ревизор», «Аферисты» и многие другие. Показы пройдут в Русском театре. Фестиваль открылся лирической комедией «Душечка» по одноименному рассказу Антона Чехова. А еще ведущие педагоги из Петербурга проведут мастер-классы молодым актерам и студентам по сценической речи и вокалу. Нынешний фестиваль, который стартует сегодня, он по своей программе соединяет и театры, которые впервые приехали на наш фестиваль, и те, кто уже могут считаться, что называется, ветеранами нашего фестиваля. Все это ради чего? Ради того, чтобы все-таки вот эта национальная самобытность каждой республики, входящей в состав России, сохранялась, развивалась, приумножалась и на базе русской культуры, и на базе национальной культуры. В Алагире капитально ремонтируют музей Садонского свинцово-цинкового комбината. Его открыли в 2004 году к полуторавековому юбилею предприятия. Здание нуждалось в обновлении, там протекает крыша, нет отопления, влажно и сыро. Сейчас строители решают эти проблемы. Впереди еще один этап реставрации. Подробности в материале Зырасы Калоевой.
Замена кровли – один из первых этапов капитального ремонта. Музей открыли к 150-летию Садонского свинцово-цинкового комбината в 2004 году. За это время она прохудилась. От грунтовых вод стены начали покрываться грибком и плесенью. Вдобавок помещения не отапливались. Крыша стала протекать со временем. Это влияло и на состояние экспонатов. Появилась сырость, в здании было сыро. Сейчас надеемся, после того, как крышу поменяют, у нас будет довольно тепло, комфортная будет температура. К работе приступили 2 месяца назад. Экспонаты на время перенесли в другое место. За это время почти заменили кровлю и обновили фасад здания. Полностью сдать объект строители планируют к концу года. Крыша была очень прохудившая, водосточная система работала неправильно, и все воды уходили прямо под здание, что влекло за собой распространение грибков, осыпание фундамента самого. Вот это было самое трудное, но с этим мы тоже справились. В конце концов, когда уже будет произведено благоустройство вокруг территории самого здания, ливневые воды непосредственно будут отведены от здания. В музее Садонского свинцово-цинкового комбината экспонаты, посвященные истории крупного предприятия и строительству Транскама. Это макеты и картины местных художников, а также предметы быта осетинского народа. Зара Соколоева, Алан Суанов. Новости Осетии. В Манеже прошел всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный 60-летию двукратного олимпийского чемпиона Арсена Фадзаева. На соревнованиях выступили команды из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Москвы, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и 2 команды из нашей республики. Поздравить Арсена Фадзаева приехали глава Северной Осетии Сергей Миняйло, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, главный тренер сборной России Дзамбулат Тидеев, олимпийские чемпионы и известные деятели республики. Турнир получился зрелищным. В финал вышли команды из Чечни и Дагестана. Наши ребята уступили в схватке за бронзу борцам из Кабардино-Балкарии. Призовой фонд турнира – 1 миллион рублей. Турнир, посвященный 60-летию выдающегося спортсмена Арсена Сулеймановича Фадзаева, «Надежда России», объявляю открытым, и пусть победит сильнейший. Турнир проходит как бы кубковая система, команда на команде выходит, стенка на стенку, и чья команда выиграет, идет дальше. В итоге в 2 подгруппах они были разделены, и в каждой подгруппе мы определили победителя и второго. А вторые борются между собой за 3-е место, и победители групп разыгрывают 1-е место между собой. У конного спорта Северной Осетии богатые традиции. Наши жокеи нередко побеждали на турнирах всероссийского и мирового уровня. Вот и сейчас активно готовятся к чемпионату страны. Каждый день тренируются и сотни раз оттачивают приемы. А наставник сборной республики следит, чтобы к началу крупного старта всадник и лошадь подошли в оптимальной форме. Моя коллега Сабина Гатагова расскажет подробнее. Алан Кусов потратил много сил и времени, чтобы приручить грациозное и умное животное. Говорит, это сложно не только физически, очень важно чувствовать настроение лошади. В конный спорт попал случайно. Алан был среди заложников в Беслане. После трагедии его отправили сюда на реабилитацию. Верховая езда успокаивает, а иногда даже исцеляет, говорят специалисты. Вот и Алану понравилось настолько, что остался здесь на 18 лет. Сейчас вместе со своей Лилу готовится к очередным соревнованиям. Боевой настрой, как обычно. Эмоции, какие могут быть эмоции? Когда кросс скачет, это просто адреналин, вообще не передать. Готовы, а там будем показывать результат. Наездник должен обдумывать каждое движение и быть готовым к любой ситуации. Главное правило троеборья. Только регулярные тренировки и советы специалистов помогут правильно держаться в седле, безопасно и эффективно управлять животным. Очень сложно бывает. Подготовка, именно вот обучение, это бывает очень сложно. Терпение, вот. Очень сложно. На чемпионате России в Екатеринбурге всадники покажут мастерство в манежной езде и кроссе, преодолении препятствий. Спортсмену, как и лошади, нужно подойти к соревнованиям на пике формы. В своих воспитанниках старший тренер сборной республики Фердинанд Кибизов уверен. Шансы, как всегда,
едем выступить хорошо, побеждать, а там как получится, потому что троеборье это такой непредсказуемый вид спорта, очень сложный и технически, и физически, и для лошадей, и для всадников. Несмотря на жару, спортсмены активно готовятся. Конная школа республики – одна из самых сильных в стране, а наездники не раз побеждали на чемпионатах самого высокого уровня. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.